За 9 месяцев 2021 года в банковском секторе Коми выявлено 24 поддельных билета Банка России. По-прежнему основная доля фальшивок приходится на 5000-ные купюры. Больше всего подделок обнаружено в Сыктывкаре. Кроме того, липовые деньги изъяты в Воркуте, Печоре, Ухте и Усинске. Как распознать фальшивку в своем кошельке и что грозит сбытчикам поддельных фантиков? В рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Ирина Рубцова. Фальшивых купюр с каждым годом становится все меньше. Этому способствует рост безналичных платежей и информирование населения о способах выявления подделок. Однако до сих пор никто из нас не застрахован от липовых купюр. Чаще всего злоумышленники подделывают 5000-е банкноты. 88% от всех выявленных фальшивок. Воркутинские полицейские задержали молодого человека за сбыт поддельных купюр. Фальшивки он заказывал через интернет, получал их на почте в посылке, а затем сбывал в мелкооптовых магазинах, салонах связи и в тех торговых объектах, где кассиры обычно не используют детектор банкнот на подлинность. По подсчетам следствия, предприимчивый житель Заполярья сбывал фальшивки не меньше 13 раз. За изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Если же данное преступление было совершено организованной группой лиц, то максимальное наказание еще строже – 15 лет лишения свободы. А вот несообщение об изготовлении или распространении фальшивок можно квалифицировать как укрывательство преступления, что карается до 2 лет лишения свободы. Всегда нужно тщательно осматривать банкноты, особенно если вы получаете их на сдачу в небольших магазинах, киосках, кафе или рынках. Риск нарваться на фальшивомонетчиков возрастает при продаже чего-либо за наличные деньги, от каких-то бытовых мелочей до квартиры. Поэтому нужно быть предельно внимательным. Все изображения на денежном билете должны быть четкие. Не допускается стираний ни в одном элементе. Не должно быть отслоений бумаги. Водяные знаки на просвет должны быть четкие. Перфорация не должна иметь рельефа на оборотной стороне. Ряды должны быть четкие, отверстия одинаковыми. Металлизированная полоса. Не должно быть отслоений полосы от бумаги и стирания. И не должно быть лишних изображений. На помощь в выявлении поддельных купюр приходят современные технологии. Центробанк разработал специальное приложение в помощь простым обывателям, в котором четко объясняется, по каким признакам можно выявить фальшивку. Нужно всегда быть предельно внимательным при обращении с крупными купюрами. Если вы обнаружили подделку в своем кошельке, обратитесь в полицию, ну или банк, но ни в коем случае не расплачивайтесь этой купюрой. Деньги вам не вернут, но с большей долей вероятности полицейские смогут вычислить аферистов-менял, с которых потом уже можно будет требовать возврата похищенных средств.